Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. Благодарю вас за то, что вы внимательно смотрите наши передачи, и мы получаем от вас обратную связь. Возникает очень много вопросов, звонков по пройденным передачам или по изменениям в пенсионном законодательстве. Один из более часто задаваемых вопросов в последнее время – это перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Сегодня вместе со мной на ваши вопросы будет отвечать начальник отдела назначения перерасчета пенсий Барамышникова Светлана Вадимовна. Светлана Вадимовна, пожалуйста, расскажите нам, нужно ли подавать заявление, чтобы получить этот перерасчет, и вообще как это все происходит? В соответствии с действующим законодательством, с 1 августа каждого года производится беззаявительный перерасчет пенсионерам, которые осуществляли трудовую деятельность в 2018 году. Перерасчет пенсии с 1 августа индивидуален для каждого пенсионера и зависит от количества пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое может быть учтено при перерасчете, составляет 3, что предусмотрено действующим пенсионным законодательством. Соответственно, максимальное увеличение составит 261 рубль 72 копейки. В связи с тем, что стоимость пенсионного балла 87 рублей 24 копейки. Также очень часто задают вопрос об индексации пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Светлана Вадимовна, вот, пожалуйста, обратите внимание тоже на это. Но законом определено, что пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без учета индексации. Следует учесть, что размер пенсии индексируется всем, и работающим, и неработающим пенсионерам, но выплата работающим пенсионерам производится без учета индексации. В случае оставления работы пенсия будет выплачиваться пенсионерам с учетом всех пропущенных индексаций. Светлана Вадимовна, на сегодняшний день, если работающему пенсионеру интересно посмотреть свой размер пенсии, узнать, посмотреть свой размер пенсии, он это может сделать на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете. Размер пенсии, он уже проиндексирован, и то есть работающий пенсионер может посмотреть и узнать, сколько он будет получать уже после оставления работы. Дорогие пенсионеры, у нас есть определенное количество выплат, которые зависят от факта работы. То есть это не только индексация, но еще и другие выплаты. Светлана Вадимовна, пожалуйста, расскажите нам про эти выплаты и что бывает, если пенсионер не сообщает о том, что он поступил на работу. Но есть определенные выплаты, которые зависят от факта работы. Это компенсационные выплаты за посторонний уход. Это установление повышения к фиксированной выплате на нетрудоспособного члена семьи или, проще говоря, надбавка на иждивенца. Это установление пенсии по случаю потери кормильца одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком до 14 лет. То есть, когда граждане к нам обращаются за установлением таких выплат, им дается разъяснение о том, что в случае устройства на работу граждане должны нам об этом незамедлительно сообщать. Тем не менее, такие нарушения со стороны наших клиентов имеются, и в результате этого образуются излишние выплаты, то есть переплата пенсий. На сегодняшний день у нас в управлении числится 184 переплаты, которые образовались в связи с тем, что гражданин не сообщил нам о том, что он устроился на работу, или еще не сообщил о том, что ребенок отчислен с учебного заведения. Практически по всем этим переплатам ведут работу наши юридические службы, и мы вынуждены обращаться в суд о восстановлении этих средств, то есть о взыскании переплаты. Бытует мнение, что если гражданин не сообщит в Пенсионный фонд о том, что он устроился на работу, то Пенсионный фонд об этом никогда не узнает. Хочется напомнить о том, что ежемесячно сейчас работодатели сдают сведения о работающих гражданах на предприятиях, и сведения, база у нас администрируется на уровне России, и в Пенсионный фонд все равно поступят сведения о факте работы, и будут приняты соответствующие меры. Хочется обратить внимание на этот момент, что неважно, где устраивается гражданин на работу, в той местности, где он проживает и получает пенсию, может он уехать на север, может он уехать на юг страны, там устроиться на работу, но Пенсионный фонд все равно получит определенные сведения от работодателя, да, Светлана Вадимовна? Да, конечно. Конечно, не через месяц мы будем об этом знать, потому что существует технологический процесс, пока отчет будет сдан, пока проверен, загружен, и все это будет разнесено по лицевым счетам, но
Тем не менее, информация у пенсионного фонда все равно будет, она поступит. И, конечно, тем, кто получает вот повышенный размер пенсии в связи с работой или с обучением ребенка, нужно обязательно сообщать, потому что вот возникает нехорошая такая ситуация, нам приходится проводить работу по взысканию переполученных сумм. Если добровольно сумма не уплачивается, юридические службы обращаются в суд, а там еще пойдут судебные издержки, которые опять же возлагаются на пенсионера, переполучившего пенсию. Пожалуйста, будьте очень внимательны. В заявлении, которое вы подаете на назначение определенных надбавок, есть строчка о том, что вы обязуетесь сообщить в пенсионный фонд об изменении обстоятельств, влияющих на размер пенсии. Будьте, пожалуйста, внимательны и не допускайте переполучения пенсии. Следующий вопрос касается многодетных матерей. Если раньше многодетными матерями у нас считались женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 детей и могли воспользоваться правом выхода на пенсию досрочно, то сейчас с 2019 года в законодательство внесены изменения по этому поводу. Светлана Вадимовна, вот расскажите про круг лиц, которые сегодня у нас относятся к многодетным матерям. Пенсионная льгота распространяется сегодня и на мамочек, которые имеют 3 или 4 детей. Следует учесть, что необходимо следующее условие: воспитание детей до 8-летнего возраста, наличие страхового стажа 15 лет и индивидуальных пенсионных коэффициентов 30 с 2026 года. Также хочу сказать, что если мамочка была лишена в отношении какого-то из детей родительских прав, то она право на такую пенсию утрачивает. Впервые у нас будут таким гражданам назначены пенсии в 2021 году женщинам 1965 года рождения в возрасте 56 лет. Например, женщина 65 года рождения выйдет на пенсию в 56 лет 6 месяцев, а женщина, которая имеет 4 детей, выйдет на пенсию в 56 лет. Для определения права выхода на досрочную страховую пенсию по старости женщины, имеющие 3 или 4 детей, уже сейчас могут обратиться в клиентскую службу управления со всеми соответствующими документами. Спасибо, Светлана Вадимовна. Хочу сказать, что, дорогие телезрители, будущие наши пенсионеры и сегодняшние, будьте очень внимательны, то, что касается выплаты пенсии. Не допускайте переплат. А тем, кто собирается выходить на пенсию в ближайшее время, рекомендую всем проверить свои документы и проверить состояние индивидуального лицевого счета. Если что-то не отражено на лицевом счете или есть работа, не занесенная в трудовую книжку, пожалуйста, с документами можете подойти в клиентскую службу пенсионного фонда. Если где-то работали и нет записей, сотрудники пенсионного фонда помогут сделать запросы в архивные учреждения и в организации, в которых вы работали. 29 сентября 2019 года вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета. Ламинированная карточка заменена на электронное уведомление. Часто задают вопросы граждане, нужно ли менять страховое свидетельство или вот эту вот ламинированную карточку на электронное уведомление. Тем, у кого карточка такая есть на руках, менять его не нужно. Карточка эта продолжает действовать. Тем, кто будет вновь регистрироваться в системе индивидуального персонифицированного учета или утратит ламинированную карточку, такая карта больше выдаваться не будет. Будет выдаваться электронное уведомление, которое можно будет получить в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда, либо получить это уведомление на бумажном носителе в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ. Пенсионный фонд напоминает о сроках уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть в 2019 году. То есть хочу напомнить тем, кто вступил в программу софинансирования, что в 2020 году эта программа будет работать для тех граждан, кто вступил в программу софинансирования и произвел платежи с 1 января по 31 декабря 2019 года. В последнее время на территории Чувашской республики участились случаи, когда людей пенсионного возраста вводят в заблуждение.
Ряд организаций по оказанию юридических услуг предлагают нашим ветеранам содействие в перерасчете пенсии, предлагают написать заявление на перерасчет и берут за это определенную сумму. Причем сумма оказывается немалой. Но вся суть сводится к тому, что они направляют заявление в различные государственные учреждения, в том числе в пенсионный фонд, о том, чтобы проверить размер пенсии. Хотя заранее зная, что это заявление ни к чему не приведет и размер пенсии рассчитан правильно. Проверить размер пенсии может самостоятельно любой пенсионер в произвольной форме, написать заявление в органы пенсионного фонда, либо через клиентскую службу, либо через сайт пенсионного фонда, через личный кабинет или через МФЦ, и вы получите подробный ответ. Пожалуйста, не ведитесь на уловки мошенников и не тратьте свои денежные средства. Информацию либо консультацию по тем вопросам, которые относятся к деятельности пенсионного фонда, вы можете получить и по телефону горячей линии. В Канашском управлении либо это телефон 2 12 31, либо это контакт-центр, телефон 64 91 14. Не нужно пугаться, когда вы звоните на горячую линию управления 2 12 31 и в ответ слышите голос оператора. На сегодняшний день в республике, мы уже об этом неоднократно говорили, создан контакт-центр, единый по всей республике, и специалисты этого контакт-центра отвечают на ваши звонки. Если самостоятельно на какой-то ваш вопрос они не могут ответить, могут соединить с сотрудниками пенсионного фонда нашего управления. Кроме этого, информацию можно получить на сайте пенсионного фонда, на сайте государственных услуг и через личный кабинет гражданина. Пользуйтесь электронными сервисами, не выходя из дома. На сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч и ждем от вас новых вопросов.